Протяженность этих труб более 6 километров. По ним в краны жителей Тикси теперь круглосуточно поступает вода. Чтобы наладить централизованное водоснабжение за полярным кругом Якутии, понадобилось больше года. Этот водовод имеет стратегическое значение. Он снабжает питьевой водой два крупных населенных пункта арктического побережья Якутии. В Тикси и соседнем Тикси-3, так называется бывший военный поселок, проживает около 5000 человек. Чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций, рядом с основной трубой проложена резервная. Водозаборная станция установлена на озере Мелкое. Это один из немногих источников пресной воды в округе. Озеро полностью не промерзает, приблизительно глубина 7-7,5 метров. Промерзает она где-то метра на 2. Наряду с водоснабжением налажена и система отопления. На замену старой ТЭЦ в Тикси построена новая котельная. Отремонтированы и заменены тепловые сети. На эти цели было выделено более 500 миллионов рублей. Возведение объекта велось с учетом сложнейших климатических условий Крайнего Севера. Мы работаем здесь на нефтяном топливе. Если даже взять, перейти на уголь, получается здесь при наших пургах и этих, тоже эксплуатация очень тяжелая будет. И заметать будет, и снегом будет покрываться, соответственно, и гореть топливо будет хуже. Первый отопительный сезон котельной прошел на отлично, радуется Галина Дробенюк. Женщина проживает в Тикси с середины 60-х. Впервые за последние 20 лет зимой нет перебоев ни с водой, ни с теплом. Теперь, даже когда на улице мороз за минус 50, квартиру приходится проветривать. Ходила я дома, одетая в 2-3, как говорится, теплых кофты, там штаны какие-то. И спать ложились тоже одетыми практически, поэтому очень тяжелая была ситуация. А сейчас, да, сейчас у нас 21-20, это постоянная температура. Похожая ситуация и в остальных домах арктического поселка. В квартирах, где еще недавно температуру поддерживали с помощью электрообогревателей, теперь постоянно тепло. Новая котельная дает всем шанс на стабильность. Вот для нас самое главное стабильность, чтобы не было каких-то аварийных ситуаций. Сегодня большие планы в Арктике связывают с возрождением Северного морского пути. Для его обслуживания необходимо развивать инфраструктуру. Также планируется строительство федерального спасательного центра, что в перспективе приведет к увеличению потребления коммунальных услуг. Впрочем, специалисты уверены, что к этому росту готовы. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Вести, Тикси.